Таджикистан. Таджикистан находится в Центральной Азии. Его столица – Душанбе. Таджикистан граничит с 4 соседними странами. Северо-западная часть – с Узбекистаном. Северо-восточная часть соединяет эту страну с Кыргызстаном. Китай на востоке, Афганистан на западе дополняют полное представление о границах Таджикистана. Самая длинная линия границы проходит вдоль Афганистана на протяжении 1344 километров. Эта схема разделения границы действует с 1885 года. Общая территория страны равна 142 600 квадратных километров. Горные массивы составляют 93% общей территории. Красота и сказочность Таджикистана не миф, а реальность. Страна, где ярко выражены все 4 времени года. Зима снежная высоко в горах, равнины покрываются белым одеялом, воздух свеж и чист. Весна, царица сезонов, дарит нам многоцветие, переменчивость погоды, от яркого слепящего солнца до черноты неба и ливневых дождей. Земля питается влагой и дарит надежду на богатый урожай. Урожайность года зависит именно от настроения весны. Знойное лето в Таджикистане – это не только время отдыха у рек и озер. Это еще и тяжелый труд дихканина. Время сбора урожая попадает именно на летние месяцы. Осень успокаивает своим климатом и настроением. Растения приобретают сказочный колорит. В оранжевый, красный, желтый цвет окрашивается природа. Горные массивы покрыты снегом и ледниками. Это источник водного запаса. Равнины спокойны, их напоят горы. Маленькие ручейки и большие реки Таджикистана, как Вахш и Пяндж, вместе создают реку Ому. Сырдарья и другие реки Таджикистана орошают пустынные земли соседних стран. Огромные водные резервуары придают местности особую красоту и загадочность. Большие водохранилища, как Фархат и Кайракум, являются искусственными сооружениями. Но в Таджикистане немало природных озер среди высокогорных участков земли. Озеро Сарес, родник Фотима и Захру на Памире, Хафткул, 7 озер в Пенджикенте, Куликалон, большое озеро в Айнинском районе и городе Пенджикент, Искандеркуль и озера Алаудин тоже в районе Айни на севере Таджикистана. Озеро Парнион в Каратаге полны чистой пресной родниковой воды. Каждый год тысячи туристов со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться уникальными красотами этих краев. Пораженные сказочными пейзажами гор, озер и равнин, они еще долго носят в сердце любовь, рожденную однажды в таджикских краях. Вахон – это достаточно известная долина в Ишкашимском районе Горного Бадахшана. Вахон славится лечебными природными источниками, и место это очень популярно среди местного населения и гостей страны под названием Гарм-Чашма – горячий источник. Вода источника богата полезными природными минералами и все время имеет температуру 59 градусов тепла. Люди со всего мира приезжают сюда насладиться не только красотами гор, но и поправить свое здоровье. Кстати, по ту сторону реки, где находится афганский Ишкашим, таких полезных источников нет, хотя в целом это одна территория. Еще одним уникальным природным явлением можно смело назвать родник Челичор-Чашма, что в переводе означает 44 родника. Он находится в 12 километрах от районного центра Шахритуз Хатлонской области, юг Таджикистана. Гордые скалы Чилдухтарон, 40 девушек, в Муминабадском районе, имеют роковую историю. Люди, опираясь на древние легенды, рассказывают, что плодородные земли этой сказочной местности, которые очень богаты природными ресурсами, всегда привлекали внимание завоевателей. Но каждый раз притязания на эти земли были обречены на провал, ибо гордые защитники этих земель всегда давали отпор недоброжелателям. Однажды
Во время таких столкновений преимущественное количество врагов берет верх над местными храбрецами. Для подкрепления боевых сил женщины и дети встают на путь войны. Однако силы противников заметно превосходят. Чтобы не попасть в плен, мудрые женщины, дабы сохранить честь и достоинство, призывают небеса превратить их в каменные скалы, чтобы враг не смог их обесчестить. Небо услышало их мольбы и превратило их в 40 взмывающих в небо скал. Водопад Мулокони в Сарихосорской местности Бальджуванского района по своей мощи сравнимо с водопадом Сальто-Анджел, а в красоте не уступает Ниагаре. Из 4 элементов жизни наиболее важный элемент – это вода. Человечество на планете остро ощущает нехватку питьевой воды, но Таджикистан богат водой. 90% водных ресурсов Аральского моря протекают именно из рек, источником которых являются горные ледники. Нужно отметить, что 95% электроэнергии в Таджикистане рождается именно на базе гидроэнергетических станций. Эта ситуация влияет на рост экономики в стране. Все промышленные заводы и фабрики прошлой эпохи и эпохи независимости республики действуют и активно работают. Флагманом промышленности Таджикистана можно назвать Таджик-Талка. Электроэнергию этой огромной компании обеспечивает Нурекская ГЭС. Нурекская гидроэлектростанция является уникальным в мире проектом. Сооружение подобного рода стоит в одном ряду с ведущими гидроэлектростанциями мира. Все же для полного обеспечения нужд населения и развития народного хозяйства этой мощи недостаточно. Поэтому на устье реки Вахш строится более мощная гидроэлектростанция «Рагун», которая не имеет аналога в мире. Внимание народа и правительства Таджикистана к этому крупному объекту очень высоко. Многие эксперты назвали «Рагун» грандиозным проектом или «стройка века». Церемонию изменения русла реки Вахш возглавил основатель мира, национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Несмотря на то, что возведение станции – это очень тяжелый труд, строительные работы идут по плану, и эксперты прогнозируют, что к 2018 году первый агрегат будет введен в эксплуатацию. Душанбе – столица Таджикистана, город-миллионник, имеет свою 2000-летнюю историю еще со времен кушанидов. Жил и процветал город с 17 века и сохранил до сегодняшнего дня свое историческое название – Душанбе. Душанбе значит «понедельник». Именно по понедельникам на территории поселения собирался большой торговый базар. В 1922 году Душанбе был центром автономного округа Таджикистана, но уже в 1929 году стал столицей Советской Социалистической Республики Таджикистан. В течение 90 лет из маленькой незрачной деревушки с узкими тропинками и низкими глиняными крышами Душанбе превратился в большой красивый город не только Таджикистана, но и Центральной Азии. Душанбе – политический и научный центр страны. Восточная архитектура гармонично переплетается с современными городскими тенденциями. Один из самых высоких флагштоков в мире тянется к небу. Большой опыт в планировании и проектировании зданий позволил в течение нескольких лет независимости страны обеспечить рост города с астрономическими темпами. Ипподром столицы носит красивое название Наврузгох, где проходят праздничные мероприятия республиканского и городского масштаба. Комплекс Кохи-Навруз – уникальное архитектурное строение, красиво вписалось в ансамбль сооружений на побережье озера Джавонон нашей столицы. Кохи-Навруз – самая крупная чайхана во всей Центральной Азии. В комплекс входят ресторан, развлекательные центры, кинотеатры, арт-галерея. Кохи-Навруз поражает своим масштабом и отделкой. Драгоценные и полудрагоценные камни в колоннах и настенных панно, резьба по дереву,
мозаика, созданные словно руками волшебников, не оставляют равнодушными посетителей. Каждый уголок этого здания открывает новую страницу в мир красоты. Театр – школа нравственного воспитания человека. На сегодняшний день в Таджикистане действует 17 театров, где представляют спектакли на русском и таджикском языках. По Таджикистану увеличилось в разы и в настоящее время достигает 38 вузов. Наиболее престижные среди них имеют статус национального. Это Таджикский национальный университет, Национальная консерватория имени Талабходжи Саторова. Таджикский народ имеет древнюю историю. В результате археологических раскопок на территории Таджикистана были обнаружены древние памятники истории, которые относятся к периоду царствования ахеменидов. Найденным древним городам насчитывается более 6000 лет. Например, Саразм, который считается древнейшим городом в мире. Много городов с 3000-летней историей: Хаджент, Улбук, древний Пинджикент, Фархар, Кангурт. Последней находкой исследователей является город Карон в районе Дарваз. По решению ЮНЕСКО города Саразм и Гисар признаны объектами всемирного наследия. Теперь они находятся под защитой этой авторитетной международной организации. По мнению историков, период расцвета таджиков приходится на время Кушанского царства. Именно в этот период Великий Шелковый путь открывал торговые пути в различные направления. Монумент спящего Будды, обнаруженный в местностях Аджинатепа, относится к этому времени. Кушанские правители предпринимали все необходимые меры для охраны Шелкового пути. Остатки наблюдательных пунктов на Памире известны как крепость Кахкаха, чему есть документальное подтверждение. Познание и созидание всегда были отличительной чертой таджиков. Эти традиции дошли и до нас. Для любителей книг построена крупнейшая национальная библиотека, где собраны величайшие произведения авторов со всего мира. Все исторические находки от династии ахеменидов до периода их правления по настоящее время хранятся в Национальном музее. Таджикский народ чтит многие праздники и торжества. Больше всего таджикистанцы ждут праздник Навруз, День независимости и День национального единства. В результате инициативы президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон ЮНЕСКО закрепил за Наврузом статус международного праздника. В последние годы в Таджикистане серьезное внимание уделяется спорту. В городах и районах страны, областных центрах, а также в столице, городе Душанбе, построены и переданы в эксплуатацию десятки крупных спортивных объектов, отвечающих современным мировым стандартам. Эти шаги дают свои плоды для развития таджикского спорта. На Олимпийских играх, прошедших в Рио-де-Жанейро, таджикский атлет Дильшот Назаров завоевал золото и титул олимпийского чемпиона по метанию молота. Лыжная база Сафед-Дара – горная достопримечательность Таджикистана. Недалеко от столицы, в живописном ущелье среди высоких гор, построен туристический комплекс. Современная гостиница, рестораны, лыжные трассы, новые канатные дороги, стоянка для снегоходов. На территории комплекса открыта специальная детская юношеская школа по зимним видам спорта. Горнолыжный комплекс Сафед-Дара привлекателен для туристов не только в зимнее время. Кроме того, летом отдых в Таджикистане становится поистине райским наслаждением. Отдохнуть и насладиться природными пейзажами и красотами можно в Арзобском и Рамитском ущельях Таджикистана. Это отличное место для туристов. Прекрасные пейзажи и природные красоты не оставят никого равнодушными. Столица Таджикистана, город Душанбе, развивается и становится краше не по дням, а по часам. Живописные парки, скверы, фонтаны, местные достопримечательности навсегда останутся в памяти каждого, кто здесь побывал. Удивительный по своей композиции городской комплекс фонтанов и прилегающих к ним скверов завершает памятник основателю таджикского государства Исмоили Сомони. Земля, богатая полезными ископаемыми и мощными ресурсами, неповторимая природа, уникальная культура, древние традиции и, что важнее всего, люди,
знающий настоящую цену мирному небу. Созидательная и дальновидная политика главы государства, основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, направлена на поддержание мира и стабильности, развитию мощного государства таджиков, помноженного на уникальную культуру и опыт предков. Хорошо в Таджикистане. Приезжайте, друзья, погостить. А понравится вам в нашем крае? Оставайтесь работать и жить. Таджикистан сегодня звучит гордо, и Таджикистан начинается здесь. Хуш омадед!